Знаете ли вы, что казахский язык является языком космического отрасли? Если не знаете, то смотрите видео до конца. Первая ракета в истории человечества, первый искусственный спутник и первый в мире космонавт стартовали в космос с казахской земли. Уже в те времена, а именно в 1957 году, когда СССР только покорял космос, существовал закон, по которому каждый космический аппарат оснащался специальным документом. А что же было написано в этих документах? Давайте узнаем вместе. Внимание, товарищи! Этот пакет срочно доставить в ближайший совет. Как вы видите, в этом документе, кроме русского языка, есть текст и на казахском языке. Эти документы были установлены на советских спутниках и капсулах с космонавтами. Для того, чтобы человек, который нашел этот объект, сообщил об этом при помощи этого документа специалистам, потому что все ракеты, запущенные в космос, и космические спутники, спускаемыми капсулами космонавтов, с 90% вероятностью приземлялись именно в казахские земли. А кто коренной и основной народ казахской земли? Конечно, это казахи. Поэтому для местного населения и для того, чтобы они сообщали о приземлившихся космических аппаратах в степи, все официальные документы космических аппаратов были написаны не только на русском, но и на казахском языке. И благодаря этому казахский язык был не только языком одного народа, она стала языком целого космоса и космического отрасли.